грамадзянскія ініцыятывы ў Беларусі, падтрымка і ахова ўразлівых сацыяльных груп, удзел Беларусі ў міжнародных арганізацыях і мерапрыемствах па ахове правоў чалавека, праект «Социум» на Радыё Беларусь. Рэалізацыя глобальнага праекта пра НГФ узмацнення людскіх рэсурсаў, прававых сістэм і інстытуцыйнага патэнцыялу для рэалізацыі Нагойскага пратакола ў Рэспубліцы Беларусь, генетычныя рэсурсы і звязаныя з імі традыцыйныя веды і іх значэнне для устойлівага развіцця грамадства. Пра гэта пагаворым зараз. Социум. Беларусь першая з 23 краін завяршае рэалізацыю глобальнага праекта пра НГФ узмацнення людскіх рэсурсаў, правых сістэм і інстытуцыйнага патэнцыялу для рэалізацыі Нагойскага пратакола. Вынікі рэалізацыі праекта падвялі на семінары ў Мінску. Глобальны праект прадугледжвае распрацоўку нацыянальнай сістэмы доступу да генетычных рэсурсаў, распавядае рэгіянальны спецыяліст па праектах Клаўдыя К'ярола. Concerns 23 countries. Данный проект охватывает 23 государства. В регионе стран СНГ этими странами являются Таджикистан, Казахстан и Республика Беларусь. Также в этом регионе нами охвачена Албания. Мы также работаем в регионах Латинской Америки, Африки, Центральной Азии. Цели данного проекта – это обеспечение правомочного, законного доступа и использования различных природных ресурсов и обеспечение биоразнообразия. В первую очередь это направлено на генетические ресурсы, а также на традиционные знания. Говоря про Нагойский протокол, этот документ является продолжением того документа, который представлен соглашением Организации Объединенных Наций, которое называется Конвенция об обеспечении биологического разнообразия. На сегодняшний день более 110 стран-членов ООН уже подписались под Нагойским протоколом. Этот документ имеет всемирный охват, и он нацелен на обеспечение справедливого и равного доступа и обеспечение совместного использования выгод, которые получаются в результате использования генетических ресурсов. Говоря про цели этого документа, то одной из 3 целей этого документа является сохранение биоразнообразия. Второй целью является также устойчивое использование и защита. Если мы говорим о том, что это проект глобальный, и он имеет огромное значение не только для научной среды мира, но и вообще для человечества в целом. Почему, например, такие гиганты, как Соединенные Штаты Америки и Россия, не участвуют в данном проекте? Я знаю, что они являются слушателями различных семинаров, однако обязательства на себя не принимают. Так исторически сложилось, что Соединенные Штаты Америки подписали во времена Клинтоновской администрации Конвенцию о биологическом разнообразии, однако не ратифицировали ни Конвенцию, ни Нагойский протокол. Дело в том, что данный проект, о котором мы сегодня говорим, поддерживает государства-члены, которые хотят со своей стороны участвовать в таких международных соглашениях и которые готовы быть открыты для сотрудничества. Ну а те страны, которые не готовы работать в таком порядке, конечно же, и не получают поддержку в рамках нашего проекта. Дело в том, что решение о том, быть в таком проекте и поддерживать ли такие документы международного характера, это то, что является прерогативой самих стран. Некоторые страны выбирают быть в изоляции и решать вопросы сохранения своего климата и обеспечивать устойчивое развитие без поддержки других. Либо эта работа может осуществляться координацией и поддержкой разных стран, как это осуществляется в рамках Нагойского протокола. И как это делаем мы, Беларуси, благодаря нашему проекту между Программой развития ООН, Глобальным экологическим фондом и государством-членом. Беларусь является частью такого многостороннего сотрудничества и, конечно, Беларусь выигрывает от участия в такой инициативе. Это не означает, что мы не можем сотрудничать с теми, кто не подписал конвенцию и протокол. Есть пример того, как научно-исследовательские институты, академические круги взаимодействуют со своими
коллегами из совершенно разнообразных стран, когда, допустим, осуществляется передача генетической информации о генетических ресурсах из, допустим, США в Беларусь в том, что касается картофеля. Такое же сотрудничество налажено в Беларуси и с Российской Федерацией. Конечно, такие решения должны приниматься на национальном уровне, и это именно национальная стратегия, как подходить к вопросам сохранения биоразнообразия. Which cooperation mechanism to prioritize? Говоря о результатах данного проекта в Беларуси, Беларусь, к слову, первой из стран-подписантов завершила данный проект. Расскажите, пожалуйста, как вы оцениваете работу Беларуси над данным глобальным проектом? So the main accomplishments Основными достижениями данного проекта Республики Беларусь стало следующее. Дело в том, что Республика Беларусь начинала, не имея вообще ничего в этом направлении, и не было законодательства, которое бы говорило о доступе и совместном использовании выгод. И поэтому были поставлены цели проекта создать нормативно-правовые рамки, которые будут институционализированы, которые будут представлять собой хорошо скоординированный механизм, хорошо сформированную законодательную базу. Благодаря наличию такой нормативно-правовой базы страна сможет привлекать дополнительные инвестиции в сферу научных разработок и привлекать средства, в том числе и частного сектора. Благодаря этому будет также усиливаться сотрудничество Беларуси со странами Европы и мира в целом. Республика Беларусь имеет очень развитую научную инфраструктуру, и сегодня пришло время ускорять развитие этой инфраструктуры. И именно поэтому в проекте есть второй компонент, который как раз нацелен на содействие научно-исследовательской деятельности в том, что касается биоразнообразия. В Республике Беларусь есть прорывные технологии, такие как штрих-кодирование ДНК, и в этой сфере ваша страна является одним из мировых лидеров. Эта работа осуществляется Национальной академией наук Беларуси, в частности Институтом генетики и цитологии, и эти структуры работают в очень нишевой области, в которой у вас есть серьезное конкурентное преимущество. Очень важно, чтобы те знания, которые у вас есть, и тот опыт, который у вас уже накопился, чтобы им могли делиться со всем миром. Это касается и законодательства, и научных наработок. Все это дает Беларуси колоссальное преимущество. Вам есть много чем поделиться с другими странами в регионе, у которых таких наработок пока нет. В Беларуси налажено в рамках нашего проекта тесное сотрудничество с Казахстаном и Таджикистаном. И теперь эти страны выступают как единая группа, которая координирует свои усилия в этом направлении. И на сегодняшний день мы уже видим прочные результаты данного проекта. И этими результатами мы будем делиться с мировым сообществом, которое занимается практической реализацией. Беларусь сегодня является одним из лидеров в мире в том, что касается обмена своими практиками. Более того, сегодня Казахстан представлял совместный справочник, который был подготовлен вместе с Республикой Беларусь. Благодаря такой работе формируется банк знаний, которые распространяются во всем русскоязычном пространстве. Именно поэтому вклад Беларуси в это бесценен. Very important. Социум. Рэспубліка Беларусь далучылася да Нагойскага пратакола адной з апошніх, не маючы заканадаўчай базы, якая б рэгулявала доступ да генетычных рэсурсаў і сумеснае выкарыстанне выгод. Тым не менш, наша краіна першай завяршае рэалізацыю глобальнага праекта ПРАНГЭФ, узмацнення людскіх рэсурсаў, прававых сістэм і інстытуцыйнага патэнцыялу для рэалізацыі Нагойскага пратакола. Аб выніках яго рэалізацыі ў Беларусі распавёў нацыянальны координатор проекта в нашей краине Александр Кильчевский. Если говорить об итогах, я бы выделил 3 направления. Первое, было проанализировано весь международный опыт по Нагойскому протоколу в области законодательства и даны конкретные рекомендации для Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды, для других структур с тем, чтобы в нашем белорусском законодательстве внести соответствующие изменения, чтобы Нагойский протокол эффективно работал. Второе направление. Мы освоили методы баркодинга. Это означает, что мы можем на генетическом уровне идентифицировать те или иные виды. Это очень важно при перемещении редких исчезающих видов через
скажем так, границу и так далее, если начинается какое-то биопиратство. И в целом для изучения биоразнообразия в нашей стране. Более того, мы провели обучающие семинары для наших коллег из ближнего и дальнего зарубежья. То есть мы в этом плане являемся одними из лидеров. И третье очень важное направление – это то, что мы изучали традиционные знания белорусов. То есть те знания, которые позволяют эффективно использовать вот эти наши биоресурсы, некоторые уникальные биоресурсы для пользователей. И вот это, мне кажется, до сих пор недооценивается, потому что эти знания, которые, может быть, хранят наши дедушки, бабушки, в том плане, что они традиционно, может быть, многие десятки и даже сотни лет использовали, они представляют очень большой интерес для будущего, их надо сохранить. Поэтому вот это 3 главных направления. Почему мы быстро справились? Потому что у нас хорошая команда, у нас есть Национальный центр по выполнению Нагойского протокола, там собраны эффективные специалисты с многолетним международным опытом по реализации Картахенского протокола, они где-то взаимно дополняют друг друга, вот. Поэтому все получилось. Мы сильно взаимодействовали с нашими партнерами, с Министерством природных ресурсов, охраны окружающей среды, с ПРООН. Это позволило нам уложиться в сроки. И то, что здесь сегодня присутствуют наши коллеги-казахи, уже говорит об этом взаимодействии. Мы проводили обучающие семинары для нескольких стран. Приезжали коллеги из ряда стран СНГ и Восточной Европы, и Западной Европы. Конечно же, мы не уложились бы вовремя, если бы не взаимодействовали с нашими зарубежными партнерами, если бы мы не изучали их опыт. Соответственно, и обменивались нашим опытом с ними. Обмен информацией, он идет с нашими партнерами. Вы видите достаточно высокую оценку наших кураторов со стороны ПРООН, со стороны международных организаций. Я с полным основанием могу считать, что по реализации Нагойского протокола среди европейских стран, не только стран СНГ, там, Восточной Европы, мы одни из лидеров. Если мы будем беречь наше национальное достояние, а именно генетические ресурсы, если мы будем понимать, что местные породы животных, что местные формы растений представляют огромную ценность, и если мы сохраним это для грядущих поколений, то наши потомки скажут нам за это большое спасибо. Уже в этом огромная роль вот такого рода проектов. Я считаю, что есть и социальные аспекты. Мы должны обучать молодежь, да и все граждан нашей страны экологической культуре. Они должны понимать, что надо беречь редкие, уникальные виды растений, животных. И если мы вот так будем себя вести грамотно, то, конечно же, наша Беларусь всегда будет нас радовать своим биологическим разнообразием. Мы делаем пресс-релизы, проводим информационные мероприятия для прессы. То есть у нас эта работа ведется. Конечно же, надо ее масштабировать на учебные заведения, на учебные программы, чтобы это и учителя говорили школьникам, и преподаватели студентам. Эта работа ведется и будет продолжаться. Социум. Доступ да генетычных рэсурсаў, сумеснае выкарыстанне выгод дазваляюць захаваць традыцыйныя веды і практыкі, якія спрыяюць устойліваму развіццю грамадства і дзяржавы, азначае дырэктар фонду «Культурная спадчына и сучаснасць», эксперт ЮНЕСКО Алла Сташкевич. Традиционные знания и практики – это понятие, которое используется 2 конвенциями. Конвенции о биоразнообразии и конвенции об охране материально-культурного наследия. Принятием конвенции 2003 года как раз расширился диапазон понимания наследия. Не только как материального, не только как объектов архитектуры, археологии, движимых материальных объектов, но и, конечно, духовных практик, связанных с местными сообществами. Они, безусловно, эти знания связаны с экологическим балансом, с развитием биоразнообразия, что они передаются из поколения в поколение и признаются сообществами в качестве их ценностей, в качестве их наследия. Во главе угла стоят сообщества, как носители этих знаний. Но самое главное, что мы должны понимать, что это живое наследие, то есть это те практики, которые используются здесь и сейчас, и передаются из поколения в поколение. И, естественно, они должны неким образом адаптироваться к современной жизни для того, чтобы дальше продолжать существовать.
В понятие охраны этих практик входит много аспектов. Прежде всего, это, конечно, инвентаризация, идентификация, инвентаризация, дигитализация этих знаний для того, чтобы определить и понять, каким потенциалом мы обладаем. На международном национальном уровне, на уровне международном ЮНЕСКО существует база данных, называется Dive in ICH, погружение в НХР, где собраны все нематериально-культурное наследие, все элементы, которые были представлены в списке этой конвенции. И вот среди них мы видим, что 224 элемента, по сути, относятся вот к традиционным ремеслам, все, что мы относим к пониманию вот традиционных знаний и практик. Ну и, конечно, наш инвентарь, который мы делаем с 2014 года, это национальный инвентарь материально-культурного наследия. Он имеет свой портал «Живая спадщина Беларуси». Он все время пополняется. У нас нет иерархии в этом инвентаре, и весь процесс начинается снизу вверх. Ну вот на сегодняшний день в национальном инвентаре 79, даже больше уже элементов. Среди них 42 относятся к традиционным знаниям и практикам. Как связаны традиционные знания и практики их существования с понятием устойчивого развития? Связаны непосредственным образом, потому что это особый тип наследия. Основной задачей в его охране является обеспечение жизнедеятельности этих элементов и обеспечение преемственности этих знаний будущим поколениям. Поэтому понятно, что устойчивое развитие – это как раз тот инструмент, который позволит местным сообществам сохранить эти знания для будущих поколений. Нематериально-культурное наследие может вносить вклад в устойчивое социально-экономическое развитие. Именно устойчивое развитие может обеспечить жизнеспособность нематериально-культурного наследия соответствующих сообществ. Это может обеспечить социально-культурное благосостояние для этих сообществ, хорошее взаимоотношение внутри сообществ между ними, экономическое процветание и, конечно, высокое качество окружающей среды. Само понятие нематериально-культурное наследие – это комплексное понятие, которое включает не только духовные практики, но и связанные с ним окружающую среду, артефакты, ну и, конечно, люди как носители этих знаний. Мы просто обратимся к 17 важных целей, которые, в общем-то, обозначают те вызовы, которые стоят перед обществом. И достижение этих целей, это, по сути, и приведет вот к выполнению индикаторов и к устойчивому развитию. Я хочу показать, как коррелируются эти цели с некоторыми элементами нематериально-культурного наследия Беларуси, которые находятся у нас в списке. Это культура гордости Беларуси. Мы подали совместный файл, список, репрезентативный список нематериально-культурного наследия ЮНЕСКО вместе с поляками. Культура гордничества в Беларуси. В принципе, сохранение этих традиционных знаний как раз связано с выполнением вот практически всех целей устойчивого развития, потому что здесь сохранение ремесла приведет к сохранению биоразнообразия, потому что это экологическое пчеловодство. Исчезновение горчева приведет к исчезновению многих видов растений, к изменению климата. И, конечно, это возможность экономического развития для этих сообществ, которые достаточно изолированы, и возможность развития неких новых форм. Ну и, конечно, это, в общем-то, инструмент для социального развития этих сообществ, поскольку у них существует свое социальное право, есть свои ценности, есть свои традиции, которые тоже для них важны, которые нужно сохранить. Сохранение традиционных знаний поддерживает баланс и социально-экономический, и экологический. И нужно понимать, что есть два разных понятия: protection и safeguarding. Safeguarding – это вот как раз система мер, направленных на сохранение знаний и преемственности, а protection – это, конечно, охрана прав носителей, это создание на уровне государства, законодательства различных условий для осуществления, для тех же носителей и для того, чтобы они осуществляли свои знания и дальше. Любое действие связано с рисками. Это, конечно, заморозка, отсутствие дальнейшего развития, потеря функции смысла, то есть утрата контекста, когда в результате несанкционированного туризма меняются качества тех же ремесленных изделий, искажение смысла, незаконное присвоение, несправедливое распределение доходов, нереалистические ожидания, отсутствие диалога и так далее. Коммерциализация
необходимо устанавливать систему специальной охраны, создавать этические кодексы, протоколы сообщества, поскольку уже есть конкретные вызовы в Республике Беларусь, которые, в общем, составляют угрозу для существования этих практик. Социум. Глобальны праект у галіне доступу да генетычных рэсурсаў і сумеснага выкарыстання выгод мае не толькі навуковую, але і шырокую практычную значнасць. Вынікі шматлікіх палявых даследаванняў спрыяюць захаванню біялагічнай разнастайнасці, традыцыйных ведаў, звязаных з генетычнымі рэсурсамі, а таксама дазваляюць стварыць этыку ў галіне фарміравання даверу паміж пастаўшчыкамі і карыстальнікамі генетычных рэсурсаў. На сёння гэта ўсё. Я, Яніна Вайцянкова, развітваюся з вамі, паважаныя слухачы, заставайцеся на хвалях Радыё Беларусь. Грамадзянскія ініцыятывы ў Беларусі, падтрымка і ахова ўразлівых сацыяльных груп, удзел Беларусі ў міжнародных арганізацыях і мерапрыемствах па ахове правоў чалавека, праект «Социум» на Радыё Беларусь.